Здравствуйте, дорогие зрители! С вами программа «Қонақпен жүздесу» и я ее ведущая Айзада Оразала. Сегодня у нас в студии особенные гости. Хочу представить вам зарубежных гостей. Адам Шабо, проректор Венгерского университета изобразительных искусств. Стефан Дырка, проректор Верхнеселесского экономического университета Катовице. Кенджаев Идрис, проректор Ожского государственного университета. Добро пожаловать в нашу студию. Первый вопрос посвящается господину Адаму. Расскажите, пожалуйста, какие положительные стороны казахстанской системы высшего образования вы можете отметить? I don't know that much about the Kazakhstan education, but in general, what I can say that openness and trying to get international contacts is a very, very good sign for to have a really good education. And what I know about Kazakhstan education as well, that it's very well funded, and it's a very serious goal of the government to develop education, and I think it's very important. Мен Қазақстанның білім деңгейі жайлы толық мағлұмат білмеймін, бірақ сонымен қатар мені таңғалдырғаны бұл Қазақстанның әлемдік білімге деген ашықтығы, және де олар әлемдік жаһандық заманда қазіргі таңда өздерінің білім саласын дамытқысы келеді, және бұл Қазақстан үкіметі алдындағы нақты мақсаттарының бірі екенін білемін. Бәрекелді. Следующий вопрос посвящается господину Стефану. Нам интересно узнать, какие условия для студентов существуют в вашем университете? Значит, мы уже сотрудничаем с Казахстаном уже несколько лет. И действительно, это не только в рамках Большака, приезжали на целый семестр, приезжают до сих пор на стажировки по 2 недели, по месяц. Тоже я именно имею своих докторантов у вас в Тардикургане, 3, которые будут защищаться через несколько месяцев. Тоже были у нас месяц. Это сотрудничество, прежде всего, тоже идет в направлении международном. Так как в Европе мечтают, чтобы учиться на Сорбоне, в Кембридж и так дальше, и действительно уезжают талантливые студенты там тоже учатся, так и ваши стремят к тому, чтобы ездить в мире в Европе. Но неизбежно надо сказать, что Казахстан идет неизбежно в глобализацию и включается в эту глобализацию. Это ведущая страна здесь, в Средней Азии. И прежде всего он строит будущее для своих молодых студентов, для своих молодых людей. Отлично. Следующий вопрос господину Идрису. Какие планы у вас по работе в Международном центре европейского образования? Знаете, что, как уже сказал господин Стефан, идет глобализация и активное вхождение в европейское пространство образования. Для этого то, что делает в Казахстане, это что? Казахстан активно включается. И я бы сказал, что вот одним из первых стран СНГ Казахстан уже идет по этому пути. Так это реформа в образовании, одна сторона, и другая сторона – международные аккредитационные агентства, которые созданы в Казахстане, например, НАР и другие, которые проводят аккредитацию вузов по 2 направлениям. Это институциональная аккредитация и программная аккредитация. Я думаю, что в этом вопросе международного сотрудничества, в вопросе международного сотрудничества Казахстан занимает сейчас одним из ведущих мест. И мы тоже, вузы нашей страны, Кыргызстан, тоже вот стремится идти по этому направлению. Я думаю, что вот мы тоже не отстанем. Спасибо. Дорогие гости, хочу сказать спасибо за беседу, спасибо за уделенное нам время. Надеемся, что это наша не последняя встреча. До новых встреч. Спасибо.